Соединение со вторым сканером установлено. Все соединение установлено, устройство готово к работе. Тестовый режим запущен, КАИБ не обманешь. Малейшая ошибка в документе, электронная урна выбрасывает бюллетень. Разработанный в 2017 году учеными МГТУ имени Баумана комплекс обработки полностью защищен от взлома, быстрый и компактный. Ну а самое главное, подтверждает подлинность документа на 99% и подсчитывает голоса. Выборы стартуют уже в пятницу, поэтому специалисты сервисного центра проверяют машины помощников к началу политического события. Подготавливаются бюллетени. Тестирование, комплект специальный. То есть вот, допустим, есть бюллетень без печати. Это реальные бюллетени, на которых будут идти голосования. Они в дальнейшем не будут использоваться для голосования, они уйдут в погашенные, их полностью уничтожат. Это тоже как степень защиты. И мы начинаем выпускать. Показываем, что без печати такой бюллетень КАИБ не должен принять. Печать отсутствует. Бюллетень неустановленной формы. Электронная урна уже во время голосования звуковым датчиком сообщать не будет, что бюллетень испорчен или же не проходит обработку. КАИБ его молча выбрасывает. Таковы правила тайного голосования. На бюллетене есть степень защиты, длина, рамка, ширина, закрашенные полоски, печать и росписи двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. На федеральных выборах клеится вот такая наклейка. Это все степень защиты бюллетеня от подделки. Плюс специальная бумага, на которой он напечатан, и вот эти все механизмы. Это является степенью защиты. То есть любую другую бюллетень, распечатанную или еще какую-то, КАИБ не примет без вот этих всех степеней защиты. За оборудованием на выборах несут ответственность операторы. КАИБы охраняют сборка устройства и грамотное пользование. Оператор обязан знать все элементы работы техники. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 22 УИКах республики. В дни голосования, а важное политическое событие стартует уже завтра. Здесь будут дежурить специальные операторы. Это обученные люди, которые помогут работать с оборудованием. И если у избирателей возникнут какие-то вопросы, они подскажут. Сейчас на всех избирательных участках идут последние подготовки. Все УИКи республики получили необходимый материал. В основном мы работаем сейчас с бюллетенями, с марками опознавательными. У нас на данном участке избирателей 2499. И по каждому составу вот у нас идет бюллетень Федерального собрания, Народного собрания. Мы обрабатываем все наши бюллетени, а их у нас около 8000 получается. Вот это идет подготовка работы, фронт очень большой. Мы стараемся, должны успеть, по крайней мере, чтобы мы могли в тот день встретить избирателя, очень тактично его проводить, дать ему проголосовать. В пятницу первый день выборов. Новшество этого года. Голосовать граждане могут в течение 3 дней. УИКи будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера. В регионе распахнут свои двери 137 избирательных участков. Выборы двухуровневые. Голосовать жители республики будут за депутатов Государственной Думы России и регионального парламента. У тех, кто имеет регистрацию у нас в республике, будет 3 бюллетеня. Один бюллетень по федеральному округу, где выдвинуто и зарегистрировано 14 политических партий. Потом будет, опять же, на выборах депутатов Государственной Думы уже по нашему Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13 голосование уже конкретно за кандидатов в депутаты. Ну и на выборах депутатов Народного собрания голосование там за политические партии, в списках которых содержатся уже непосредственно сами кандидаты. Одним словом, граждане будут делать выборы 3 бюллетенями. На участках сделано все, чтобы процесс голосования был максимально прозрачным. На 47 участках установлены камеры видеонаблюдения, которые будут вести прямую трансляцию. Все остальные участки оборудованы системой видеофиксации. Безопасность обеспечат и правоохранительные органы. Очень важно, чтобы люди пришли и проголосовали. Прошу всех наших жителей принять участие в этом важном политическом мероприятии. Надо иметь в виду, что от нашего с вами участия в этом голосовании, от нашей активности зависит, будет ли представлена республика депутатами в Государственной Думе. Потому что если мы с вами
не приходим и мало придут, проголосуют, то республика может не получить мандат, который могла бы получить. Этот мандат получит какой-то другой субъект. За прозрачностью проведения выборов будут следить 8 территориальных комиссий. Важно помнить, прийти и проголосовать – гражданский долг каждого. Рина Сычева, Магомед Дидигов. Новости 24.